куется, варится, окрашивается, собирается, получает путевку в жизнь и во всех направлениях отправляется «Лада». «Ладушка». Работа у крупнейшего производителя легковых автомобилей страны, сотрудничество с заводом, который входит в перечень системообразующих организаций России. С такими предложениями к жителям республики приехали представители компании «АвтоВАЗ». Производство машин осуществляется на 3 заводах – в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге под собственной торговой маркой «Лада». Планируем увеличивать объемы на первой линии главного конвейера еще на 40%. В этой связи мы производим серьезный набор персонала для того, чтобы обеспечить производственную программу. Поэтому мы в том числе приехали вот и к вам. Это первый регион, куда мы приехали, чтобы предложить работу на Волжском автомобильном заводе. На сегодняшний день над выпуском автомобилей трудится более 40 тысяч человек. Намерены набрать еще около 4 тысяч сотрудников. Представители «АвтоВАЗа» в ходе презентации подробно знакомят жителей республики с деятельностью завода, программами и продуктами, которые действуют сегодня в компании. Соискателям предлагают достойные условия работы, конкурентную заработную плату, развитый социальный пакет с компенсацией расходов на проживание. Также на предприятии продумана система поощрения перспективных сотрудников и их карьерного продвижения. Мы предлагаем лучший в отрасли социальный пакет, который есть у нас на «АвтоВАЗе, и приглашаем на работу, прежде всего на рабочие профессии, более десятка разных профессий. Сегодня «АвтоВАЗ» – самая крупная и успешная автомобильная компания в России. Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находится штаб-квартира и основное производство. Ему принадлежит 20,5% всего отечественного автопрома, а бестселлеры бренда «Лада», семейства «Гранта» и «Веста» уже несколько лет удерживают звание самых продаваемых легковых автомобилей на российском рынке. Компания предлагает вакансии в различных отделах – планирование, проектирование, испытания, рабочие на конвейере. Опыт работы не обязателен. «АвтоВАЗ» готов обучать и помогать расти своим сотрудникам. Если есть жители Республики Ингушетия, которые ищут работу, они могут приехать, мы их обязательно научим. Предложение «АвтоВАЗа» в региональном Минтруде считают актуальным. В республике высокая безработица – около 29%. Руководство Ингушетии активно предпринимает различные меры с целью снижения уровня безработицы. С 2019 года в регионе открывают новые социальные объекты, реанимируют простаивающие предприятия, а также привлекают новых инвесторов. Вице-премьер республики Олег Фурсов считает, что предложение представителей «АвтоВАЗа» будет взаимовыгодным. Глава республики каждый день фактически занимается тем, чтобы снизить процент безработных. И я уверен, что часть тех, кто мечтает увидеть мир, увидеть другие города, познакомиться с новой культурой, откликнется на предложение, которое «АвтоВАЗ» сегодня нам предлагает. Конкретно зарплата достаточно конкурентна. Кроме того, «АвтоВАЗ» рассматривает возможность субсидирования проживания в городе. Поэтому, с своей стороны, я призываю тех людей, которые готовы работать, хотят работать, не боятся перемен, тем более, что эти перемены будут сопровождаться еще и удобным транспортным сообщением. У нас 23 июля возобновляется рейс Магаз-Самара, который облегчит доставку безработных. Во Дворце культуры в основном собрались безработные и те, кто желает сменить место работы. У каждого есть возможность задать интересующие вопросы напрямую представителям компании. Ознакомившись с программами предприятия, многие назвали озвученные предложения достаточно интересными и выгодными для соискателей. Производство машин самое интересное для молодых парней, также для взрослых. Питание, проживание, все оплачивается, и зарплата не маленькая. Согласно стратегии развития «АвтоВАЗа» до 2026 года компания планирует выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслистов моделей «Лада». Работа в команде «ВАЗа» – это возможность для молодых ребят освоить новую специализацию, набраться опыта и внести свой вклад в развитие автомобилестроения страны. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.